Итак, парламент принял поправки в закон о кадастре. Согласно им, закон о кадастре недвижимости вступает в силу с 1 июля 2027 года. С председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Даутом Хутаба поговорим о том, какие пункты остаются и какие все-таки были отложены. Здравствуйте. Здравствуйте. Что означают поправки, которые были приняты парламентом в закон о кадастре? Так, если максимально упростить, можно говорить о том, что работа кадастровой палаты возобновится в 2027 году, в июле месяце. Вот до этого, то есть, будут работать, будет все работать так же, как работало раньше, до вступления закона в силу, то есть люди будут обращаться в БТИ. Помимо этого, за 2 месяца работы, действия, вернее, закона о кадастре недвижимости, все сделки, которые были заключены, они также признаются правомочными. И сейчас мы ждем, в законе тоже сегодня со стороны администрации президента были представлены поправки, мы с ними согласились. И эти поправки касались того, что в срок до конца февраля месяца, если мне память не изменяет, правительство Республики Абхазия должно подготовить проект изменений, и этот проект будет касаться того, как поэтапно будет вводиться в действие закон о кадастре недвижимости. Но если я правильно вас понимаю, сейчас с завтрашнего дня можно будет оформлять документы в БТИ, как это было раньше. Я сомневаюсь, что с завтрашнего дня, потому что закон вступает в силу с момента опубликования, и подписания президентом. Но я предполагаю, что это будет в ближайшее время, да. И что с кадастровой палатой сейчас будет происходить? Наработки, которые у них уже есть. Палата, да, если вы помните, если вы видели проект, то есть одну из глав мы не тронули, то есть она уже вступила в силу, и она сохраняет свое действие. Дело в том, что это как раз глава и статьи в ней посвящены именно существованию самой кадастровой палаты, ее работе как таковой. На мой взгляд, сейчас исполнительная власть может полностью для того, чтобы кадастровая палата в дальнейшем была лучше подготовлена именно к тому сроку, когда закон вступит в силу. Сейчас, мне кажется, им надо проводить работу именно все сделки, которые регистрируются. То есть новая информация, которая есть, им надо эту базу собирать. Мы знаем, что сегодня далеко не вся база у них присутствует. Им надо будет готовиться к тому моменту, когда закон вступит в силу, и разрешить все проблемы. Сейчас нам должны исполнительная власть, прежде всего, конечно, это с участием самой кадастровой палаты, все проблемы и ошибки, с которыми они столкнулись за эти 2 месяца, подготовить проекты по их решению. Готовился вообще этот проект и работа над кадастром примерно 15 лет, идет уже. С 2010 года начали, и в 2025 году дошли до такого этапа. Не хватило времени, 15 лет не хватило, как вы думаете, 1,5 года хватит? И сам закон, когда принимался в парламенте, тогда не было ощущения, что чего-то не хватает, и в реализации могут возникнуть проблемы? Понятно. Конечно, такие ощущения тоже были, но нас заверили тогда, что закон проработанный, что все механизмы налажены. И Народное собрание приняло такое решение. Более того, скажу, еще до того, как закон вступил в силу, к нам опять же обратились из правительства, попросили, чтобы мы отсрочили вступление в силу. Если помните, сначала должен был вступить в июне, по-моему, месяце, мы отсрочили до октября. То есть еще полгода. Это мы сделали по просьбе исполнительной власти. Сейчас ситуация показала, что огромный пласт работы, конечно, проделан, но есть еще очень серьезные проблемы, которые тоже необходимо устранить. И мы решили дать эти 1,5 года. И, честно говоря, я считаю, что если работа ведется так, как она ведется сегодня, а сегодня я действительно хочу сказать, что и руководство контрольной палаты
и руководство Кабинета министров, да, ну, очень активно работают в этом направлении, но просто огромный пласт работы еще, если огромный пласт работы уже пройден, но еще немало чего нужно сделать, немало чего нужно исправить, подготовить какие-то нормативно-правовые акты, внутренние их подзаконные акты, которые помогут закону работать так, как он задуман. Вот, я думаю, этого времени хватит. Последнее, что я хочу спросить по поводу сложностей. Что самое проблемное оказалось в итоге в реализации этого закона? И над чем сейчас больше всего надо будет поработать кадастровой палате и другим органам? Вот смотрите, на мой взгляд, там проблем много. Здесь сейчас я не хотел бы на каких-то конкретных проблемах от них останавливаться. Но очень важно, на мой взгляд, все-таки, что нет критериев оценки кадастровой стоимости, да, которая в законе прописано, что кадастровая стоимость необходима для выписок, а кадастровую стоимость никто не может сегодня высчитать. Помимо этого, есть проблемы, с которыми столкнулись суды, судьи обращаются, и адвокаты, соответственно, тоже обращаются. Это проблемы, которые касаются, например, незаконных строений. Немало проблем с вступлением в наследство, которое тоже невозможно сегодня осуществить. То есть, много проблем. Конечно, я еще раз повторяюсь, я очень не хотел бы как-то принижать проведенную работу. Проведена огромная работа. Но сейчас быстро это заработать не может. И необходимо какое-то время, на мой взгляд, которое позволит довести все до ума. Спасибо вам за информацию. Благодарю вас. Всего доброго. Напомню нашим слушателям, мы говорили с председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Даутом Хутаба о поправках в закон о кадастре.